Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Приемная кампания в профессиональные образовательные учреждения республики традиционно начинается 20 июня. С этого дня колледжи и техникумы региона официально открывают прием заявлений и документов. Выбор у абитуриентов обширный. Как ориентироваться в ситуации и не ошибиться с выбором? Сегодня мы об этом и поговорим. У нас гость в студии Сергей Сысолятин, директор колледжа цифровых технологий «Айтын». Сергей Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем учебном заведении, по каким направлениям ведется подготовка. Добрый день. У нас колледж ведет образовательную деятельность по двум направлениям. Первое направление – это IT, а второе направление – это туризм. По направлению IT мы готовим программистов, техников, готовим безопасников, также готовим разработчиков компьютерных игр, мобильных приложений и операторов беспилотных летательных аппаратов. Также по второму направлению, по туризму, мы готовим специалистов по туризму и гостеприимству. Также наш колледж работает в двух районах. Это головной офис у нас находится в городе Покровске, Хангаласском районе. И у нас с 2023 года работает отделение в горном районе, село Вердигостях. Ну и ежегодно мы выпускаем от 60, от 70 выпускников. И с этого года традиционно с 20 июня начинается приемная кампания. В этом году мы набираем по 3 специальностям. Первая специальность – это туризм и гостеприимство на базе 11 класса, 25 мест. Вторая специальность – это разработка управления обеспечением информации. Это программисты, тоже на базе 11 класса, 25 мест. И у нас третья специальность, это новая специальность для нас, это интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта. Все специальности являются общедоступными, то есть бесплатными, и принимаются по среднему баллу аттестата. А вот интересно, сколько лет учатся и вообще сколько бюджетных мест? Всего у нас в этом году 75 бюджетных мест, и по специальности туризм и гостеприимство у нас срок обучения составляет 1 год 10 месяцев, а по IT-направлениям это 2 года 10 месяцев. Ну что ж, цифровые технологии сейчас особенно активно развиваются, это IT, да? И вот очень интересно тоже, насколько востребованы специалисты, которых вы готовите, и куда они далее трудоустраиваются. Направление IT сейчас востребовано по всему миру, в том числе в нашем регионе уделяется большое внимание по направлению IT. Ну и наши выпускники, будучи студентами, помимо учебы занимаются проектной деятельностью, участвуют во многих конкурсах, мероприятиях, чемпионатах профессионального мастерства. Все это дает дополнительные возможности, навыки для поиска работы. Ну и в целом эти навыки пригодятся уже на работе, ну и в жизни в целом. И при завершении нашего колледжа наши выпускники трудоустраиваются по всей республике, по всем отраслям нашей экономики. Это бюджетные организации, частные организации, IT-компании. Есть ребята, которые создают свои стартапы, есть ребята, которые работают на фрилансе. Ну и есть ребята, которые у нас продолжают обучение в высших учебных заведениях. Ну вот вы уже сказали, что ваши ребята принимают участие во всевозможных конкурсах. Давайте немножко об успехах. Большое внимание мы уделяем по внеурочной деятельности. Здесь с 2019 года у нас активно работает военно-патриотический клуб «Орион», который участвует ежегодно в военно-спортивных патриотических конкурсах. И в прошлом году наш военно-патриотический клуб «Орион» принял участие в военно-спортивных играх «Патриот» среди студентов среднего профобразования, которое прошло в Чоропче. И в общекомандном зачете наша команда заняла 3-е место, чем мы очень сильно гордимся. Для нас это большой успех. В этом году наши студенты чуть-чуть уступили, но также показали очень хороший результат. Также у нас работают секции, кружки различного уровня. Также можем отметить нашу медиа-студию, которая проводит множество эфиров, большинство мероприятий Министерства образования. И в прошлом году наши студенты участвовали на федеральном уровне, на финале всероссийского этапа «Студенческая весна» и удостоились лауреата 3-й степени.
И в этом году на отборочном этапе у нас в регионе наши студенты в общекомандном зачете выиграли гран-при и выиграли путевку на участие в финале уже этого года на федеральном уровне. Угу. Я знаю, что в вашем заведении есть современные мастерские. Как они помогают студентам? Мы в 2020 году выиграли федеральный грант и оснастили современным оборудованием 5 учебных мастерских. Мы их так называем. Это все IT-компетенции, это такие компетенции, как кибербезопасность, разработка компьютерных игр, разработка мобильных приложений, веб-дизайн и разработка виртуальной дополненной реальности. На этом оборудовании сейчас наши студенты обучаются. Помимо обучения там проходят чемпионаты, проходят мастер-классы, профориентационные мероприятия, ну и проходят у нас экзамены. Работа на современных оборудованиях дает дополнительные возможности. Мы считаем, что с 2020 года уже у нас есть определенные победы, успехи, и, конечно, это дает качество образования. Угу. Ну и ваш колледж в декабре прошлого года отметил 25-летие, да? Какие вот итоги можно подвести, ну и, конечно же, о планах на будущее? Да, действительно, мы в прошлом году, в декабре месяце, отметили наш юбилей, 25 лет. Мы относительно молодой колледж, но за эти годы мы наработали свои традиции, у нас свои социальные партнеры. Мы на наше торжество пригласили всех наших выпускников, всех ветеранов, всех социальных партнеров. Во время прошлого года мы проводили декаду, посвященную нашему юбилею, проведено цикл мероприятий. Также мы издали книгу. Ну и самым главным, наверное, можно сказать то, что мы гордимся, это промежуточными итогами, это наши выпускники. У нас более 1200 выпускников, и у нас хорошие, отличные выпускники, чем мы очень сильно гордимся. Ну и на планах будущего у нас ежегодно мы открываем новые специальности. Конечно, мы планируем укрепление материально-технической базы. Также мы планируем межрегиональное и международное сотрудничество. Ну и также мы обязательно планируем это повышение качества образования. Ну, сейчас у нас вообще по всей стране, так скажем, уже начинается, да, сезон поступления в различные учебные заведения. Скажите нашим зрителям, молодым абитуриентам, возможно, о преимуществах вашего колледжа. Ну, наше преимущество – это наш педагогический коллектив. У нас очень сплоченный, профессиональный педагогический коллектив. Мы ежегодно повышаем квалификацию наших преподавателей. У нас, как я уже сказал, современное оборудование. Мы относительно маленький колледж, поэтому мы знаем каждого студента на лицо. Мы стараемся личностный подход применять, то есть мы стараемся выявить сильные стороны и развивать эти качества. Ну и также у нас очень сильно развита проектная деятельность. Наши студенты, сейчас будучи студентами, сильно занимаются проектной деятельностью, и это помогает уже при трудоустройстве. Ну и также можно отметить то, что наш колледж находится недалеко от города Якутска. Это транспортная доступность, ну и по направлению туризма это очень широкий спектр возможностей. Ну и ваши студенты – это ребята со всей республики, да, из города Якутска в том числе. И вот поэтому очень интересно узнать, предоставляете ли вы общежитие? Да, действительно, у нас учатся со всей республики. Если смотреть цифры, у нас с Хангаласского района обучаются около 30%, а 70% – это иногородние студенты. У нас есть общежитие, мы предоставляем место традиционно первокурсникам, детям несовершеннолетним студентам, также детям-сиротам, детям-участникам СВО и льготным категориям граждан. И вот где абитуриенты могут найти информацию по поступлению и также по всем этим льготам? Вся актуальная информация у нас есть на нашем официальном сайте. Также во вкладке «Абитуриенты» у нас есть информация по приемной кампании, какие требования, какие документы нужны. Также у нас есть официальная страница ВКонтакте, где у нас
ведется большая активность наших студентов, наших родителей, наших преподавателей, наших выпускников. Тоже призываю подписаться, посмотреть. У нас там очень интересно, и вся актуальная информация там есть. Ну что ж, у нас еще осталось время. Я думаю, всем будет очень интересно узнать, тем, кто хочет к вам поступить. Какие-то у вас, возможно, вступительные тоже есть экзамены свои. Что нужно сдавать выпускнику, чтобы поступить к вам? Ну, у нас испытаний нет. Мы принимаем по среднему баллу аттестата. Единственное, и с каждым годом конкурс в сфере среднего профобразования растет. По данным прошлого года у нас на одном месте было 4-5 человек. И с 20 июня по 15 августа у нас приемная кампания официально начинается. Ну и, конечно, ваши пожелания всем выпускникам. Выпускникам пожелаю определиться, самое главное определиться с выбором, потому что если кому что нравится, надо идти туда. И если учиться где тянет, то будет уже хороший процент КПД. Ну что ж, Сергей Иннокентьевич, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.